Стихотворение «Баллада о матери». 41. Год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн», — твердил он важно, — «расстреляйт». «Нет», — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына, кто тебе милее, выбирает». Как смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и правду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила: «О, не пожелаешь и врагу!» Мук таких сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего груди своей прижал: «Брат, спасайся, ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать, у тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Битте», отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляйт». Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет, уж не жить сыночкам, не цвести. «Дура, матка», — поучает немец, — «одного могла бы хоть спасти». А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновних кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть у матери любовь.